Вопрос ремонта газового оборудования в многоквартирном доме всегда был очень острым в столице Якутии, где практически все многоквартирные дома потребляют газ. Тема сегодняшней передачи – газовое оборудование в многоквартирных домах. Более подробно об этом расскажет соответствующая организация и также об изменениях в федеральном законе. И вы узнаете новости, которые вам необходимо жильцам, особенно многоквартирных домов, знать. По сегодняшний день, по нашим данным, в Якутске 499 домов с истекшим сроком эксплуатации. Это получается, это число с каждым годом растет, потому что вот выходит срок эксплуатации новых домов, да? Вступление в силу федерального закона номер 1, получается, сейчас весь город будет заключать договор с нами, грубо говоря. Когда вот заключаем договор на техническое обслуживание с управляющими компаниями, да, где есть многоквартирные дома, там, получается, имеется акт раздела границ обслуживания. То есть от запорной арматуры, от наружной запорной арматуры обслуживаем всю внутреннюю систему газоснабжения уже мы. У нас соответствующих приборов и квалификационных работников нету, поэтому мы услуги диагностирования не предоставляем. По тех условиям приходится отключать тебя, правильно? Правильно. Расскажите немного. Получается, да, у нас имеется база, то есть имеется акт ввода системы газоснабжения в работу. Там указывается год и месяц, ну и день непосредственно, да. Получается, мы отталкиваемся от 410-го постановления Российской Федерации. Там написано, что срок эксплуатации внутридомового газового оборудования и внутриквартирного газового оборудования составляет 30 лет. Вот по прошествии 30 лет с момента ввода системы газоснабжения, жилой дом, скажем так, да, должен пройти техническое диагностирование на предмет оценки реальных условий эксплуатации газопровода и пригодности газопровода. Повторное техническое диагностирование проводится, по заключению первого технического диагностирования. Мы об этом сообщаем управляющей компании, если у них имеется управляющая компания. Если там собственники, да, непосредственно самоуправление домом, мы направляем соответствующие уведомления всем собственникам. Это получается за 40 дней и за 20 дней до отключения. По тех условиям приходится отключать тебя, правильно? Правильно. Расскажите немного. Получается, да, у нас имеется база, то есть имеется акт ввода системы газоснабжения в работу. Там указывается год и месяц, ну и день непосредственно, да. Получается, мы отталкиваемся от 410-го постановления Российской Федерации. Там написано, что срок эксплуатации внутридомового газового оборудования и внутриквартирного газового оборудования составляет 30 лет. Вот по прошествии 30 лет с момента ввода системы газоснабжения, жилой дом, скажем так, да, должен пройти техническое диагностирование на предмет оценки реальных условий эксплуатации газопровода и пригодности газопровода. Получается, экспертная организация составляет заключение диагностирования, и там имеется раздел «Дефектная ведомость». Там все указывается, в каких квартирах что необходимо заменить,
что необходимо сделать. Необходимо от жильцов, чтобы они во время вот ремонтных работ присутствовали. То есть наши работники делают обход и вот производят замену именно по тем квартирам, которые указаны в дефектной ведомости. Наша управляющая компания провела диагностику детей соответствующей организации, экспертами и предоставила вам, правильно? Да. Пример ваш дом, да? Дзержинского 8/2. Первый раз в 2017 году провели техническое диагностирование, и там в заключении экспертная организация пишет о сроках продления эксплуатации. По Дзержинского 8/2 было написано 5 лет. То есть в 2022 году повторно техническое диагностирование нужно было провести. Повторное техническое диагностирование проводится, ну вот, по заключению первого технического диагностирования. Мы об этом сообщаем управляющей компании, если у них имеется управляющая компания. Ну и если там собственники, да, непосредственно самоуправление домом, мы направляем соответствующие уведомления всем собственникам. Это получается за 40 дней и за 20 дней до отключения. Собственники не знают, что труба, зашедшая с краном, и вот подходящая к плите, это их зона ответственности. Согласно жилищного кодекса, дом – это коллективная собственность. И отвечать надо коллективно. То есть вы не должны думать, что вот управляющая компания виновата, газовики. А оказывается, если вы все вместе коллективно соберетесь и все четко, планомерно сделаете, только при этом условии вы можете быстро сделать то, что вам сделать необходимо в доме. По Дзержинского 8/2, получается, там по собственникам будем работать, но именно по квартирам. Это замена морально и физически устаревших запорных арматур, то есть кранов и шлангов. Ну и у некоторых квартир указано, что срок эксплуатации там плит истек. Но если там собственники новые плиты не покупали, будем их отключать. Это уже поквартирно будем отключать. И после всего всех замен, ремонтных работ, получается, будем делать опрессовку по всему дому. Если опрессовка будет держать, мы запустим дом. Вот сейчас вот задержка произошла, из-за чего вот примерно так? Ну, одна из причин, так скажем. Да, одна из причин, это управляющая компания заключает договора с не местными организациями, да, ну, допустим, с московскими. У них там, получается, время идет на того, чтобы отправить работника сюда. И вот жильцы и управляющая компания ждут, а сроки идут. А после того, как они обход сделали, сразу уезжают. То есть полностью весь дом они диагностирование не проводят. Только по тем квартирам, где в данный момент присутствовали жильцы. А нам необходимо все 100% техническое диагностирование, потому что срок эксплуатации истекает у всего дома, ну, имею в виду системы газоснабжения. Поэтому. Сейчас мы находимся в одной из квартир многоквартирного дома, где производится замена шланга газовой плиты. Получается, на газовые плиты у нас требует резиновый шланг. В данном случае вот стоит металлическая силиконовая. Они опасны тем, что если на газопровод ударит электроток, они могут порваться. В целях избежания именно удара электричества. Вот шланг они сами покупают или что, как это Да, происходит? кран собственники сами приобретают
Покажите нам шланг, какой он должен быть. Шланг должен быть именно газовый, сертифицированный. А где его можно взять, кто знает? Это в газовых магазинах приобретает. Вот сейчас замена шланга, сколько вот сейчас ребята делают, сколько стоит сейчас? Получается 600 рублей. А если там последующая услуга, например, как здесь замена крана и шланга, это 2 услуги уходит. На последующую услугу у нас получается скидка 50%. В данном случае это 900 рублей. Хотелось бы обязательно напомнить собственникам, у которых в диагностике прямо написано замена шланга, это дело платное. Но при этом вы еще должны сходить в специализированный магазин газового оборудования, купить сертифицированный шланг, и если у вас стоит старый кран, его тоже надо купить. Зачем я это говорю? Учтите, придут газовики, они только поменяют, это платная услуга. Но для того, чтобы не задерживать весь дом, приготовьтесь к приходу газовиков. Там надо заменить газовую плиту. Что происходит, если собственник, когда вы придете, да, а плиты нет новой? Если абонент не приобрел новую газовую печь, получается, мы будем вынуждены отключить путем установки металлической заглушки на опуске газового оборудования и составим акт отключения. Абонент после покупки должен дать заявку на установку газовой плиты. Это тоже платная услуга. Для этого он должен подойти к нам на вторая сила 64, написать заявление очно. Или же может через телефон диспетчеру заявку дать. Уважаемые жители города Якутска, многоквартирных домах, где отключен газ, где прошла диагностика, большая просьба во время замены оборудования, а также его технического, так сказать, обеспечения именно нашими газовиками, отнеситесь к этому очень ответственно и будьте на местах, то есть дома. В противном случае вы можете без газа просидеть еще долгое время. Все зависит от вас.